Билет в один конец. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как российский генерал в защиту Таджикистана пригрозил афганским террористам. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский, руководивший совместными учениями на полигоне Мамерак с российской стороны, прокомментировал необходимость маневров на границе Афганистана. Таджикистан находится в разных климатических условиях. Здесь горы, в других местах пустыня. Поэтому сложность лишь в том, что подразделения выполняют свои задачи в разных точках, в разных условиях. Вся совместная боевая подготовка наших войск направлена на локализацию и предотвращение угроз, которые могут возникнуть за пределами Таджикистана или России, сказал военачальник. Поплавский отметил, что прошедшие учения необходимы для подготовки отражения возможной агрессии на Кулябском направлении, а также подготовки совместной тактической группы на случай кризисных ситуаций. Все бандформирования должны четко понимать, любая попытка пересечения границы – билет в один конец, заявил генерал. Также российский военный отметил, что российские и таджикские подразделения достигли нового этапа развития и их тактической совместимости. В течение недели объединенная группировка двух государств будет выполнять сложные элементы учебно-боевых задач. Учения станут еще одним шагом для сохранения мира и стабильности в регионе. Именно совместные регулярные действия наших братских народов укрепляют боевое содружество. Как вы относитесь к таким угрозам и предупреждениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также в Москве завершились консультации по Афганистану московского формата. Делегация Талибана выступила перед журналистами. Представители новых властей Афганистана затронули крайне мало тем и провели крайне короткую пресс-конференцию. Цель России на конференции, считают специалисты по Афганистану, продемонстрировать миру, насколько у Москвы хорошие связи с талибами. Тем более российское посольство в Кабуле – одно из немногих, которое продолжает работу. Однако роль московского формата на данный момент не стоит переоценивать, поскольку в нем не участвует ключевой игрок – США, отмечают эксперты. Заместитель председателя Временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи крайне позитивно оценил прошедшие переговоры, отметил, что они прошли в позитивном ключе. Все страны подтвердили, что Афганистан должен быть безопасным и стабильным государством, сказал он. Также он добавил, что участники встречи московского формата по Афганистану признали важность контактов с талибами. Исполняющий обязанности МИД Амир Хан Мутаки добавил, что все присутствующие страны высказались за размораживание активов Афганистана в зарубежных банках. Также талибы заявили, что сформированное правительство не окончательное и состав власти будет меняться. Представители делегации рассказали, что в ходе переговоров обсудили с российскими властями развитие отношений в различных областях, включая и экономику. Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видим прежде всего в формировании по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Честно говоря, реальный эффект от московского формата всегда был ничтожен, если говорить о политическом эффекте. Да? То есть вот рекламный эффект был замечательный. Рекламный эффект, это, вообще московский формат – это рекламное агентство, конечно же, в первую очередь. Ярмарка тщеславия для некоторых дипломатов, прекрасная площадка для выступлений талибов. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.